Едь, блядь, сука. Александр Валеев. Здравствуйте. Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени. Об этом РИА Новости заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, сейчас специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата. В середине октября ученый сообщал, что вакцина от COVID-19 для детей может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких». Вакцинация подростков в случае регистрации препарата будет добровольной, и ее будут делать при согласии родителей или законных представителей. Саратовская область сегодня присоединяется к регионам, где начинаются нерабочие дни до 7 ноября с сохранением зарплаты. Учреждения культуры в этот период будут работать в прежнем режиме с учетом ранее введенных ограничений. Для поликлиник области 27-29 октября и 1-3 ноября установлен обычный рабочий день. Стационары региона продолжат работать круглосуточно. Штатно будут функционировать учреждения социальной поддержки, соцработники, помогающие на дому, социально-оздоровительные и реабилитационные центры. Центры занятости населения Саратовской области будут принимать документы дистанционно и вести прием граждан по предварительной записи. 27-29 октября все МФЦ в регионе работают в обычном режиме, но с 30 октября по 6 ноября только на регистрацию и подтверждение учетной записи на портале госуслуг и на обеспечение возможности переписи населения. Добавлю, с 25 октября нерабочие дни введены в 6 регионах страны: Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае, с 26 октября в Северной Осетии. Система QR-кодов для посещения общественных заведений в Якутии продолжит работать и после 7 ноября. Об этом сообщили в региональном правительстве. С 20 октября система QR-кодов функционирует в организациях культуры, с 25-го при посещении фитнес-клуба, спортзалов, бассейнов, крытых ледовых катков и лыжных баз. На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября организации спорта временно закроются, а в торговых центрах будут работать только аптеки, продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, а также рестораны и кафе по системе тех же QR-кодов. Изначально предполагалось, что на предприятия общественного питания этот механизм начнет распространяться с 1 ноября, но по новому указу главы республики его внедрят на 2 дня раньше, с 30 октября. Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией подстегнуло спрос россиян на вакцинацию в платных медицинских учреждениях. За прошедшие дни октября жители России сделали на 68% больше прививок, чем в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Если сравнивать с аналогичным периодом июля, число купленных прививок выросло в 5 раз. Чаще всего приобретали вакцинацию спутником Лайт или одним компонентом вакцины Спутника Ви. Как правило, услуга включает осмотр врача и введение препарата, а сама вакцина бесплатна. Средний чек составит 1100 рублей. Аналитики отмечают, что более половины продаж услуг вакцинации в октябре пришлось на столичный регион. Продолжение выпуска сообщения последних минут. Вакцина «Спутник Ви» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «Дельта». Об этом РИА Новости заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее сообщал, что 3 случая заражения новым вариантом штамма «Дельта» AY4.2 выявили в Москве и Подмосковье. К другим темам. В музее Крыма, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, предложили установить таблички «Украдено Украиной» в Амстердаме. Такую идею предложил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, передает РИА Новости. По его словам, в годы войны нацисты вывезли картины и предметы старины из Крыма, и теперь власти Украины идут по их стопам. Крючков уверен, что культурные ценности рано или поздно вернутся на полуостров. Напомню, апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из 4 крымских музеев, около 2000 артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
Цены на билеты в Анталью выросли до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта до 450 тысяч в одну сторону. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Aviasales. По данным издания, туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах к 30 октября. Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путевку, сообщили изданию источники на рынке. На вечер вторника стоимость билетов разных авиакомпаний с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находилась в диапазоне от 62,5 тысяч рублей до 450 тысяч, в Шарм-эль-Шейх от 50 тысяч до 305 тысяч рублей. Перелет в Анталью из Москвы стоил 352 тысячи рублей. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 69 рублей 55 копеек, евро 80 рублей 70 копеек. Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем до 10 градусов, в Москве днем плюс 6-8. В обеих столицах сегодня обещают небольшие осадки. Сейчас в Москве плюс 3 градуса и без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%. Россияне массово захотели податься в курьеры на время нерабочих дней. Уже обсуждали мы тему роста зарплат курьеров, и что в некоторых регионах до 200 тысяч можно зарабатывать, просто разнося вот эти самые покупки. Ну вот теперь, оказывается, и предложение на рынке труда увеличилось в эти самые нерабочие дни. При этом 40% опрошенных, был опрос, готовы подрабатывать на личном автомобиле, 60% рассматривают вакансии пеших курьеров, ну и так далее. Среди готовых трудиться во время нерабочих дней 50% молодые специалисты или студенты, еще 15% это работающие пенсионеры. Вот это да. Плюс 7967-103-5533, номер для ваших сообщений через WhatsApp или Viber. Скажите, вы в нерабочие дни думаете ли подрабатывать, вы правда работаете? Напишите, поделитесь. В общем, спрос на курьеров совершенно очевидно имеет природу. Дело в том, что и онлайн-шоппинг прогрессирует как сфера рынка. И сейчас даже разнообразные исследования появляются, одно за другим буквально. И вот теперь выяснили разницу между мужским и женским шопингом. В чем эта разница, поговорим позже. Кстати, вот как вы считаете, есть ли разница между подходом к интернет-шопингу у мужчин и женщин? Понятно, что в офлайновых магазинах мы ведем себя сильно по-разному, но вот в онлайне-то мы все равны или нет? И вы, кстати, стали чаще покупать онлайн вещи? Ну или, может быть, держитесь пока за офлайновый шопинг. Плюс 7967-103-5533, WhatsApp и Viber по-прежнему работают. Ну а на Маяке прямо сейчас звучит музыка.
снабжать собственной версией календаря, в котором всегда есть место празднику. День осенних миражей сегодня. Поздравляю вас, если вы себя, может быть, перечисляете к миражам или постоянно их видите. Ну, а мы вернемся к теме онлайн-шоппинга. Итак, гендерные различия обнаружились и здесь тоже. Во-первых, мужчины стали все чаще обращаться к онлайн-шоппингу. Если женщины раньше единолично лидировали, то в 2021 году мужчины прибавили. И прирост мужской аудитории составил 22%. Женщины по-прежнему лидируют, и тоже, естественно, растет их число, но поскольку общая аудитория онлайн-магазинов прирастает, то и женщин тоже становится больше, хотя, повторюсь, у мужчин рост такой более ударный. Ну и дальше про предпочтения. Мужчины чаще женщин заказывают спортивные товары, обувь и одежду люксовых брендов. Кстати говоря, самыми популярными вещами стали футболки, кроссовки, кеды и так далее. Ну и вот такие лидеры продаж у мужчин чаще всего в корзине черные кроссовки, у женщин базовая белая футболка. Ну, базовая белая футболка, мне кажется, у женщин просто расходный материал. Взять нам занюшки по тональничкам и до свидания. Ну и что еще интересного? Мужчины более требовательны к доставке. Они чаще женщин выбирают специальные опции: экспресс-доставку, доставку определенного часа и в 15-минутный интервал. Но я думаю, что здесь это все связано с тем, что все-таки такое явление, как домохозяин, является более редким в нашей жизни, чем домохозяйка. Поэтому, наверное, некоторые категории женщин просто могут чуть свободней своим временем распоряжаться. Да. Ну, в общем, расскажите про ваш экспириенс. Как вы считаете, есть ли здесь гендерные различия? Ну, а мы пока послушаем нашего эксперта. Это Ксения Паниди, старший научный сотрудник Института когнитивных наук Высшей школы экономики. Она отвечала на вопрос, где выше вероятность сделать спонтанную или ненужную покупку: в онлайн или в офлайн магазине. Ну, вообще я видела исследования, которые показывают, что импульсивных покупок больше в физических магазинах, то есть вот в реальных. Ну, не только потому, что нужно пройти через весь зал, но еще и в том числе, опять же, потому что там есть возможность этих физических ощущений, да, можно посмотреть на товар, там как-то вот он уже у нас в руках, то есть не нужно ждать, когда его доставят домой. Но при этом есть еще такой момент. Дело в том, что когда, вот, например, мы оплачиваем покупку в магазине наличными деньгами, это воспринимается как более эмоциональное событие, чем если мы оплачиваем ее картой. То есть вот ощущение потраченных денег, оно ярче, тем ярче, чем вот больше физического опыта мы получаем, когда именно совершаем эту покупку. То есть поэтому, когда вот появились, например, кредитные карты, да, или просто вообще возможность оплатить что-то картой, люди стали тратить больше, потому что просто пропало вот это ощущение, что я физически расстаюсь с деньгами. А в интернете это ощущение, оно как бы еще больше притупляется, потому что сейчас там много сайтов, где мы можем просто в один клик купить, да, то есть там не нужно даже ни номеров карты вводить, ни ничего. Ты просто нажимаешь кнопку, и ты уже что-то купил. Вот. И в этом смысле я думаю, что на определенную аудиторию потребителей, да, этот фактор может воздействовать больше, да, и они будут больше склонны к импульсивности, просто потому что они не видят процесса траты денег. Есть, ну, во-первых, и сайты эти шопинговые делают не дураки, по ту сторону баррикад сидят люди, которые выдумывают все новые способы вытащить из нас побольше денег. Вот Менделеев из Брянска пишет, что пользуюсь онлайн-магазинами, но оформить заказ все равно прошу жену. Это такой дабл-чек, мне нравится. Проверить корзину, так, это тебе не нужно, это